В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В столице республики проходит третий Северный форум по устойчивому развитию. В рамках мероприятия организована конференция, где презентуют проекты, которые реализуются в ряде стран. Деятельность организации отражена на фотовыставке, посвященной 30-летию Северного форума. В нашей студии сегодня почетный гость форума из США Пол Фус, президент компании «Морские обмены Аляски». Пол, здравствуйте. Здравствуйте. И для начала хочется узнать о вашей миссии на Северном форуме по устойчивому развитию. We would like to know about your mission about the Northern Exchange of Alaska. Well, let me say first that it's really important, this meeting that is taking place right here, because although our national governments have interest in the Arctic, so do our regional governments representing the people who live here. Во-первых, дайте уточню, что это насколько важен этот процесс, мой личный и наше правительственное, на каком уровне у нас выражен интерес к вам. So one of our missions together is to make sure that when we have shipping on this northern sea route, that it is safe shipping. So the company I represent, we do all this vessel tracking and positioning and emergency response. If there's a problem, we want to make sure we are preventing any pollution. Ну, во-первых, начнем с того, что наши интересы заключаются в том, что Marine Exchange Аляски это наше тоже vessel tracking, это отслеживание судов, информация, чтобы мы смогли обмениваться опытом и информацией, которая могла бы помочь нашим обоим странам в будущем. And so we're proposing a joint management area between Alaska and Russia for this Bering Strait, where all of this traffic is Мы coming through. предлагаем совместный проект, который мы обе страны могли бы работать и помогать отслеживать судно и обмениваться информацией. Расскажите, пожалуйста, о вашей компании «Морские обмены Аляски». Please do tell about your company of exchange of the... Well, we are a company that is not for profit. We don't do this to make money. Наша компания не приносит никакую прибыль. We do this to protect the environment, and it's also to protect the interests of the businesses that are operating there, because of course they also want safe travel for their vessels. Мы делаем это для того, чтобы защитить окружающую среду, и мы не преследуем личные какие-то интересы, мы именно в частности заботимся о международных общих интересах окружающей среды и безопасности. Хочется узнать ваши ощущения о Якутии, какие эмоции вызывают у американских туристов, вообще якутское СРГ, названное тотемом дружбы. Конвенцию установили якутские мастера при поддержке вашей организации и властей штата Аляска 3 года назад. Please tell us about your expression and about what do you think about Yakutia. Tell us about the totem pole that you have put together as a sign of the friendship between two continents, two countries. Well, we received a request that the people from Yakutia wanted to come make this friendship SIRG in Anchorage, Alaska. So I had been working with Russia for many years, so I said, okay, I will help sponsor this project. You come to Alaska, we'll make it happen. Нам поступило предложение, выразили интерес о том, чтобы хотелось соединить наш союз и сделать такой символ, тотем пол вот этот. И когда этот интерес поступил, мы решили таким символическим видом создать этот пол. Я участвовала в нахождении ресурсов, и мы создали такой символ. And it's a beautiful piece, about 10 meters tall, and it is positioned, it sits right next to the sign that says, "Welcome to Anchorage," and about 25,000 people a day drive right by it. Это очень красиво получилось, высокая 10-метровая вырезанная тотем пол при въезде в Анкоридж. Его очень хорошо видно, это очень красиво. И 25 тысяч людей каждый день проезжают прямо при знаке «Добро пожаловать в Анкоридж». And I have a 14-year-old daughter, so every spring we go out and we paint, we put oil on it to make sure it will last for a long time. И у меня 14-летняя дочь, с которой мы вдвоем вместе ездим туда, обязательно смазываем маслом, сохраняем красоту и нашу историю. Убеждаемся, в каждом году мы смотрим за этим.
Вы рассказали о проекте вашей компании, связанного с Северным морским путем. Какие еще проекты реализованы в вашей организации в рамках Северного форума? You have told us about Marine Exchange of Alaska and what you've been doing. Please do tell what other projects you have in mind that you're working on and possibly in the future. Well, one of them is how we adapt to climate change. Один из них это именно как мы приспосабливаемся к изменениям климата. So we know the fish are moving further north, so we need a good cooperative fisheries management agreement to manage those fish. Мы прекрасно понимаем, что рыба движется более на север к холодным водам, поэтому нам нужно придумать план, как работать вместе над этой ситуацией. And one of our concerns about climate change is that a lot of the people making decisions about the Arctic are people who don't live here. И, к сожалению, одна из наших проблем, которая существует, что люди, которые принимают решения, такие глобальные, серьезные решения, совершенно не относятся к Арктике, они здесь не живут и никакого дела к этому не имеют. So their idea is, well, we'll just stop oil and gas development in the Arctic and that will help. But it won't. It won't mean even one drop less of oil is burned. It just means it'll be produced somewhere else, maybe under lower standards. Одна из них идей, давайте тогда просто прекратим продукцию нефти, остановим все наши процессы, и таким образом мы обережем экологию и все остальное. Но это, к сожалению, ситуация не разрешает никаким образом. So it's really the actions of the 7 billion people in the rest of the world consuming oil and gas, not the 4 million people of the Arctic that are producing it. К сожалению, это результат того, что 7 миллиардов людей всей Земли используют ресурсы Арктики, а не всего лишь 4 миллиона, которые там живут. So of course, part of the answer is that we move to forms of renewable energy. Один из наших ресурсов и возможных разрешений этого вопроса – это переработка ресурсов и энергии, возобновляемая переработающая энергия. So if we look at the 8 Arctic nations, we are already producing 50% of our energy by renewable energy. Мы уже смогли помочь переработке энергии на 50%. The European Union only 13%, United States 9%. Европейские всего лишь 13%, а Штаты 9% результатов. So we're actually leading the world in that Мы в regard as well. лидерстве сейчас мира, да. Действительно, это может быть полезно. В Якутск и Анкоридж, города-побратимы, какие связи установлены у Аляски с дальневосточными регионами? So it is true, very possible. Between Anchorage and Yakutsk, there are cities, brotherhood cities. So what other potential, basically, Opportunities, Yes. yes. I think one very good opportunity is joint tourism development. туризм может быть одна из самых результатных процессов, которые мы можем сделать. But one of the issues is because of other national issues far away, issues like Crimea or something else, now they have restricted our air travel between the two countries. К сожалению, у нас сейчас ограничены перелеты, сообщений между двумя странами, не такие, как, например, скажем, с Крымом и другими местами России, ограничены сейчас, к сожалению, между Аляской и Якутией. So I could fly from Anchorage to Yakutsk in about 7 hours direct. Можно за 7 часов долететь с Анкориджа до Якутии прямым рейсом за 7 часов. For me to get here for this trip, I had to fly Seattle, New York, Moscow, Yakutsk. Для того, чтобы к вам добраться, 23 hours. 23 часа нужно было лететь с Анкориджа до Сиэтла, до Москвы, до Якутии. Очень долго, 23 часа. So we're very hopeful that the United States and Russia can get along a lot better and help solve some of these problems, because it hasn't changed anyone's decisions. It just hurts the people who live here. Да, к сожалению, мы очень хотели бы, чтобы отношения между двумя странами улучшились, потому что на данный момент наши разногласия совершенно никак не помогают
людям, и мы очень надеемся, что эта ситуация изменится, и в итоге нашим людям обеих стран будет намного лучше. Мы заговорили о туризме. Хотелось бы, чтобы вы поделились опытом, вообще насколько Аляска популярна среди жителей США как место для отдыха. Вот хочется об этом узнать, потому что Якутия тоже, в принципе, планирует развиваться в этом направлении. You spoke about tourism in general, so please do tell what the tourism is like in Alaska, because it must be very popular in United States and between Americans, same as Yakutia, very popular for Russian citizens. We have about 1 million visitors per year in Alaska, Каждый год приезжает миллион посетителей на Аляску с других мест. and we have 700,000 people that live there. 700 тысяч людей живут на Аляске. So more than one for every person. Больше одного человека на So, человека. of course, they're interested in our beautiful scenery, mountains, animals, and all of that. But they're also interested in the people. How do we live in this cold climate? It's very interesting to them. And I think that's one of our strengths that I also see from Yakutsk. To me, it's very fascinating to see how you're living here on the Lena River in up to minus 70 weather. Все очень похоже, конечно, на Якутию, так как люди приезжают на Аляску, им очень интересно посмотреть на красивую природу, на животных, на виды, но в то же время им очень интересно узнать людей местных и посмотреть, как они живут в холодном климате на севере. Так же, как и в Якутии, когда люди приезжают, им очень интересно посмотреть, как в минус 70 градусов выживают люди и приспосабливаются. Вы у нас в стране уже не в первый раз, вы были в России в 2018 году. Хочется уточнить именно о Северном форуме. Какие результаты вы ожидаете от совместной работы в этом году? You've been here before. 2017, you've probably been here in our land. So we want to know what the results came out from the last Northern Route meeting, the forum that you attended last time. Well, that meeting was the Russian-American Pacific Partnership. And one of the issues with a lot of these organizations is they can only give advice to the government. В прошлый раз наша встреча была именно о русско-американском совместном работе и сотрудничестве. К сожалению, зачастую такие митинги завершаются советами в правительство, нашими пожеланиями, советами на высший уровень. But one of the outcomes is that we would seek together to form an organization, a structure that would be permanent in our relations with each other, this Bering Pacific Arctic Council. Мы очень бы хотели создать организацию, над которой мы сейчас работаем, совместную организацию Совет Берингово-Тихоокеанского арктического региона и с обоих сторон, с обоих стран наших. And we have an example of the Barents Sea, where this Barents Euro-Arctic Council already is operating in such a fashion. Да, уже существует Совет Беренцева, который уже действует. And it allows the regional governments, the regional people, to make direct proposals, but then also to help implement them, which of course we can because we know our area better than anybody. Таким образом, местные, региональные власти могут услышать и донести эту информацию именно до них и сделать какие-то изменения на более местном уровне. And on the Russian side would be Sakha Republic, Chukotka, Petropavlov, Kamchatsky. Из русской стороны, соответственно, будет Саха, Хабаровск, Камчатка, Хабаровск, Петропавловск, Аляска. Камчатский и Аляска. Да. Такие же изменения мы можем сделать. So that's our current mission. We're making this proposal, but the decision to form it will be made by the national government. Да, это наша миссия в данный момент, на которой мы работаем, но в итоге все равно это будет зависеть от правительства. So we're hoping they will listen to us. Мы очень надеемся, что они нас услышат. Пол, спасибо. Действительно, будем надеяться, что вы будете услышаны. Желаем вам дальнейших успехов в работе и будем рады новой встрече с вами у нас в Якутии. Paul, thank you very much. We really hope your wishes will be heard and we can come through together. Nice to meet you, and we'll be here again.
Thank you, Sergey, and all the best to the people here. Спасибо большое и всего самого лучшего местным жителям. Спасибо. А я напомню, мы говорили с гостем Северного форума по устойчивому развитию из США. Вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь с нами.